Суббота, 26 августа. Перегон начинается. Аэропорт города Якутска. 4 утра. Летим в Кемерово. За танк 300. С пересадкой полетим. Через Новосибирск. Регистрация началась. Августа, 6 часов утра. Посадка самолет. Вылетаем в город Кемерово с пересадкой. Перегон начинается. Едем за новым автомобилем салона за танк 300. Новосибирск прилетели. Через час вылетаем. С Новосибирска в Кемерово улетаем. Пересадка получается. 26 августа, город Кемерово. Автосалон танк. Сегодня получается танк 300 покупаю, салона новую, и своим ходом город Якутск перегоню. Автосалон получается, наличие машины есть, танк 500, максимальная комплектация. Так, и дополнительные аксессуары продаются. Кейс на запаску по стоимости 27 300. Кружка танк 2000 рублей. Компрессор 4 и охранный комплекс. Набор 6000. Трос. И брызговики. Они из завода не идут. 2 брызговика я дополнительно купил. И защиту коробки, автомата. И можно еще дополнительно колеса купить. Одна единица 25 000 рублей стоит. Танк получается. Салон дает гарантии до 150 000 километров. Так, по аксессуарам получается кейс 25 480. Хромированная деталь. Зонтики. И литье продается. — 26 августа, город Кемерово. С Якутии прилетел за новой машиной.
Танк 300 салона. Так, наш друг-менеджер Егор. Добрый день. Добрый. Ага. Вот получается про комплектацию нашего транспортного средства. Немножко расскажете? Да. Здесь круговые камеры оснащены по периметру. 4 360. камеры, да. Ага. 3D проекция идет в мультимедии на автомобиль. Ага. Полностью диодная оптика спереди, сзади. Вот, соответственно, светодиоды стоят. И плюс автоматический свет. Автоматический свет, она автоматически сама дальний Да, с ближний. ближнего на дальний, Сама. также с ходовых огней на ближний. Все сама переключает. Единственное, нужно выставить это все в авторежим. Я вам уже это все сделал. Ага. Да. Выезд за полоску, все есть, да? Да, удержание в полосе, Удержание в полосе. адаптивный круиз-контроль, то есть дистанцию держит до впереди идущего автомобиля. Ага. И также полосу держит. Полосу держит. Ну, На передних ручках бесключевой доступ. Ага. То есть просто прикасаетесь и открываете автомобиль. Ага. Ключ держите просто в кармане. И закрываете, просто прикладываете руку Прикладываем к ручке руку. с внешней стороны. Ага. Отделка салона. Отделка салона эко-кожа идет. Всех Эко-кожа. сидений. Электропривод передних сидений. Угу. Люк. Да, люк, подсветка, Ага. в дефлекторах, в дверях. Тут Меняется в получается 7 цветах. на этой комплектации есть блокировка заднего моста, да? Да, задний мост блокируется. Блокируется. Тут получается Сзади обогревы идут. обогревы. Да, дефлектора также выведены. USB разъемы для зарядки телефонов. Угу. Вот. 8 динамиков здесь 8 находится, да, музыка. Плюс сабвуфер Сабвуфер. в багажнике находится. За счет объема салона звучание отличное. Отличная. Танк 300 получается сейчас в тренде получается в России, да? Да. Сегодня уже третий ваш отдаю. Ага. Вот. Задняя камера с омыванием, то есть и Да. зимой очень хорошо на самом деле, если хорошо не замерзать, Ага. нальете, будет сбивать снег. Здесь через кнопку открытия, Ага. также бесключевым доступом. Если автомобиль закрыт, нажимаете на кнопку, багажник открывается. Ага. Дверь получается фиксируется. Да, На- против да. ветра фиксируется. Ага. Полностью необходимо открыть и зафиксировать. Ага. Все, она от ветра зафиксирована. Ага. Штатный сабвуфер получается снизу находится, да? Сабвуфер, весь инструмент Весь необходимый. необходимый. Автосалон. Складываются задние сиденья в ровный пол. Ровный пол. Да, Это удобно, да? очень удобно. Ага. В 500-ке такого нет. Да, 500 километров нет. Здесь заправляется минимальный 92-й бензин, Ага. но мы рекомендуем все-таки 95-й, потому Нет. как турбированный мотор, Турбированный мотор. да, лучше 95-й. Ага. С вашей стороны, с водительской находится. Колесная база получается разбег колес. Разбег колес нужно по каталогу посмотреть, сейчас вам не вспомню. Ага. Ну, прадовский, да? 6 Что? 6 болтов. Да. Так, салон получается, сколько гарантии дает 5 лет, либо 150 тысяч на автомобиль. на автомобиль? Да. 150. Два ключа получается. 2 ключа, Ага. Массаж сидений. массаж водительского, Мгм. регулировка поясницы, Угу. ну, электропривод, соответственно. Присутствует обогрев руля всех сидений, лобового, зеркал. Все это тоже присутствует. Ага. Лобовое стекло Греется. греется. Сетка стоит, да? Да. Угу. Так, танк. Да. Машина вид имеет. И получается Оснащена хорошо, уже в минимальной комплектации. комплект. Зимних колес нет, получается, да? Двигатель, капот откроем, посмотрим, да? Так, знаменательный день. Покупка нового автомобиля салона. Двигатель получается 2-литровый. Двухлитровый двигатель, чугунный блок. Чугунный блок Да. Коробка здесь 8-ступенчатая ZF, ZF. немецкая, супер надежный агрегат, проверен временем. Угу. Вот, поэтому по технической части очень надежный автомобиль. Ага. Ближайший дилерский центр для обслуживания с Якутии. С Якутии
Пока это Красноярск. Красноярск. Да. Ага, Красноярск. Если прям официальный дилер, то это пока Красноярск. В ближайшее время будет и Иркутск, также планируется и Хабаровск, насколько мне известно. Хабаровск. Ага. Ну, в принципе, машина довольна, вид имеет, да? Ну, также в Хавеле обслуживаться можно. Здесь фильтр масляный, он идет с H9, H9. с Хавала. И Сейчас, F7. получается, фильтр можно докупить, да? Да. Ага. Воздушный фильтр надо купить и масляный фильтр, получается. Чтобы дальнейшем эксплуатация, чтобы заменить масло. У нас, наверное, в Якутии не купишь, наверное. Так, Ну, в всё. Хавеле масляный купите. Купим, да? Вот, да. На H9 он подходит сюда. Ага. Потому что агрегат, он такой же стоит. Ага. Ну, всё. Спасибо, хорошо рассказали. А так, получается, клиент... Воздух, смотрите, здесь находится очень высоко, поэтому вброд можно, ну, тут метр целый. Метр. Да, больше. Вообще до сюда 1,10 м. Да, да, это получается, смотрели, обзор получается, у стандартных машин она низко находится, Да. на этой получается высоко. Да. Завода получается, можно броду Вброд ехать уверенно. уверенно. Ага, Главное, резину какую-нибудь поставить, не шоссейную. не шоссейную, Да. АТ-шную хотя бы. точно. Ну, новой машиной впечатления, конечно, хорошие, надо будет испытать машину. Камера 360, салон понравился, светодиодные фары получается, бесключевой доступ, передние двери, массаж сидений, кожаный салон, блокировка заднего моста, ну и переключатель Джойстик. джойстик. У руль тоже интересный руль. Ага. Так, будем оформляться. А? Спасибо. Будем покупать машину салона. Город Кемерово. Приезжайте, покупайте с Якутии. Будут рады. Егор, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Так. В кассе, получается, наличкой оплатили. Наличка там, получается. Здесь для ГИБДД. Угу. Вам необходимо только ОСАГО сделать. ОСАГО. Ага. Да. И все получается. Да. Ключи. 2 ключа будет. А все, с салона получается. Машину приобрел. Танк 300. Ну и все. Выезжаем с салона. Всем спасибо. Егора, спасибо. Сегодня, получается, все решили быстро. Все. С салона выезжаем. А, ключи у меня. Так, Егор сейчас сядет с территории. Выведет. И все, дорога домой. Надо сразу заправиться, наверное, да? Да. Пятисоток много приехало, да? Да. Потом 500 на заказ, наверное, да? Сейчас уже. Или чинит, наверное. Под заказ. Не, ну если которая подешевле, то можно. Да. Наличие, можно сказать. Охранник проверяет грузовой отсек. Фотографирует. Город Кемерово. Официальный дилер Танк. С салона новую машину с нуля приобрел. Выехал с салона. Дополнительное оборудование, шумоизоляция арок, дополнительные топ оборудование, брызговики поставил, защиту картера, защиту раздатки поставил, массаж сидений, блокировка заднего моста, обогрев лобового стекла,
двухкорный салон. Напа. Сзади тоже подогрев сиденья есть. Люк. Так. Шины стандартные, 17 размер. Шоссейные. Но пока их менять не будем. По переезду в Якутск лобовую заднюю полусферу на тонировку записался. Сейчас посмотрим по трассе, как себя поведет машина, сколько расхода будет на 100 километров. Ну, первые 2000 километров гнать сильно не буду. 100 километров в час, думаю, хватит. Камера понравилась, 360. Ну и сам салон. Город Кемерово. Выезжаю в город Якутск. По дороге буду снимать, рассказывать, как себя ведет, сколько употребляет. В общем, выезжаем. Полный бак заправил. 80 литров. С Кемерово выезжаю. 80 литров. 95-го заправил. Так, датчик шин хорошо показывает. USB работает. Кондиционер работает. Массаж работает. Первый километр после выезда салона. Кемерово, из города выехал. Первые километры. Первые 800 километров проехали. По расходу получается 12-11 литров на 100 километров. Сейчас город Канск. Подъезжаем. Едет хорошо. По коробке получается нареканий нету. Переключает вовремя, хорошо. 8 скоростей получается. 80 ступенчатый автомат. В основном 100 километров в час, 110 километров в час ехал. Пока все устраивает. Машина радует. Новая машина салона. Датчик шин. Компас. Граница Иркутская область. Машина по трассе себя хорошо ведет. Двигателя хватает на обгон. Камера круглого обзора. Хорошо показывает. Расход порадовал. — 11-12 литров на 100 километров. Едем домой, город Якутск, своим ходом. Заправка Роснефть.
Территория Иркутской области. Кафе у Петра. Душ принял. 200 рублей стоит. Пообедал. Да. Машина получается без нареканий. Едет хорошо. Сильно не разгонялся. Вот так. 11-12 литров на 100 километров получается. Тут рядом магазины, кафе, гостиница. Гостиница получается час 65 рублей. Можно 2 часа поспать, можно 3 и можно 6 часов. 1 час 65 рублей стоит гостиница. Так, на сегодня получается 800 километров проехал. Вчера получается с Кемерово поздно выехал. 7 часов выехал. Погода радует, 20 градусов плюс. Свобода моей души, мои слезы и смех, ты моя нежность, ты мое небо и крылья, ты свобода моей души, мои слезы и смех, ты моя нежность. Перегон продолжается. Куйтун. Скаковая лошадь. Так, автор. Свиск. В 22 году установили. Полет нормальный. Едем в Якутск. Спускаемся с горы. Байкал нас встречает. Погода отличная. Простора неимоверная. Большая река. Байкальский серпантин. Опасный спуск, 7,5 километров. Большие грузы должны тормозить двигателя. Если тормозом работает, то тормоза не выдерживает. Запах идет с машины, тормоз у него горит. Поток машин, грузовиков очень много, перегонов с Владивостока. Вот какие повороты.
До Читы 800 километров осталось. Едем дальше. Вот как Байкал проезжаем. Автозаправка Момня. Тут туалет, душевая, кафе. Все в одном месте получается. Заправился. С утра душ принял. Душ 140 рублей стоит. Это за Байкалом получается сразу. И можно одежду помыть. 140 рублей оплатил и душ принял. Так, заправился, и газированную воду дают после заправки. Ну, все для людей получается. И рядом тут кафе. Для больших грузов получается 350 литров заправился. И обед бесплатно. Наша дорога продолжается. Полный бак заправили. Байкал, пока-пока. Едем домой. Машина ведет себя хорошо. Употребляет топлива 11-12 литров. Ну, в общем, доволен. По переезду топлива посчитаем. Я чеки все собрал. Выезжаем. Улан-Удэ проезжаем. Поели бус. И в сторону Читы. Выезжаем. Первые испытания. Улан-Удэ. Выезд на сопку. Вид сверху посмотрим. Машина на горку уверенно выезжает. 4 ВД включил. Какие виды. Все, поднялись. Человека должно быть 4 сыновья. Да. Вот это, получается, Улан-Удэ переехал. Да. Гора мама, получается. Да. Ага. Хатангол. Хатангол. Женская гора. Женская гора. Ага. А Вот тут это 4. Это дети называются, сопки. сопки дети называется. Да, вот это мама. Мама. Дальше выше увидите, Ага. там будет называться папа. Папа. Ну, да. Там выше папа, тут мама, там дети. Да, У человека 4 сына должно быть. да, Ага. Улан-Удэ, получается, вид отсюда открывает. да. Видео для познания снимаю. Вот перегон получается. Ага. Тут раньше оленей много было, да? Но они все равно ломаются, по новой строят. По новой строят. Сотка получается, да? А так гора мама, вверху папа получается. И тут получается древняя могила. Вот, Да. ага. Белые получается вот старых. Где молятся. Где молятся. Пожилые приходят, упокой, когда молятся. Ага. Когда лама читает книги эти, молитву. Молитва читает. Да. Ага. Это белые где? Тут получается солнце с утра восходит и До по- самого по- заката солнышко здесь под блестит. блестит. Да. И постоянно получается на горе Да. солнце есть. Да. Ага. На два берега, правый левый берег получается. Ага. Ну тут красиво, да.
Дедушку перед историей рассказал. 84 года, говорит ему. И федеральная трасса. Тут проезжают. Ну, вид очень хороший. Тут 3 камня. Их надо, получается, обходить по обряду. Кто заехал, по кругу как солнце получается. Его надо обходить. Тут молятся. Молитвенные столбы поставили. И могучая река. В Улан-Удэ переехал. На гору молитв выехал. Выезд. И тут на сопке получается вид хороший, да. Улан-Удэ получается на 2 берега. Правый, левый берег. И тут получается два оленя поставила. Мама и папа, получается. Потому что тут гора. Вот мама гора. Чуть наверху папа. И вот получается 4 сына. 1, 2, 3, 4. Ага. И следующая одна гора получается. Вот мама гора. Ага. И дальше видим погребение местных. Они хоронились на сопке, когда солнце выходит. Там тень не образуется. Вот местный человек рассказал, что утром солнце, когда выходит, на горах тени нету, и когда садится, тени нету. Там, получается, все местные старцы, уважаемые люди, все там лежат. И тут, получается, вот 3 камня стоят. Их, получается, по обряду надо круг сделать. Как солнце получается. И 3 столба стоит для молитвы. Улан-Удэ встретила хорошей погодой. Перегон 2100 километров проехал. Осталось 2700 до Якутска. Танк вон он стоит. И буду проезжать по этому мосту в сторону Чипи. Дальше буду снимать, рассказывать. Как-то так. Всего доброго. Спасибо за внимание. Вот, получается, с горы спустился. И тут вот река проходит. Теперь назад на вторую горку поднимайся. С горы спустился на трассу. Вот, получается, туда выезжал. Вот. С Улан-Удэ выезжаю. Наверху, получается, дедушка. 84 года. И рассказал про горы. Мама, папа. 4 сына показал. Ну вот мост проезжаю. Наверху, получается, гора. Улан-Удэ. Скажем пока. Вот гора мама. Всего доброго. До встречи. Улан-Удэ.
С Улан-Удэ выехал. И вот получается спускаемся с горы. Вид очень красивый. И под горами живут каменные деревянные дома построили. С погодой у нас все хорошо, плюс 26 градусов, тепло. Кондиционер не включаю, окно открыл, воздух свежий. Да, до Читы 612 километров осталось. Едем дальше. Тарбагатай. По трассе получается природа красивая, поля, горы. В каждом районе получается все свое интересное получается. Деревянные дома, горы, цвета меняются. Без превышения еду, по дороге получается до Пыльсника остановили, хотели посмотреть машину, поздоровались, машину изнутри посмотрели, пожелали хорошего дня, чтобы доехал хорошо. Вот на заправке получается нашего земляка постоянно в Якутию приезжает. Я подписан на него. Друзья, всем привет! Вот так вот видите, как едешь по трассе, везде подписчики, везде хорошие люди. Ага. Да. И получается мы встретились. У вас тоже проект, оказывается, да? Мы тоже на китайских, и ты на китайцев. Как Ага. раз потом расскажешь, как он себя будет на морозах чувствовать. Да. Знаешь, я так могу сказать, вот у нас две такие машины есть у Жени Шаталова. Машина хорошая, два минуса есть, расход большеватый, Ага. и багажника практически нет. Нету. Надо на крышу, получается, Надо бокс ставить. бокс ставить надо. А в остальном Ага. нормально. А так, Владивосток едете? Во Владивосток, да, есть. С Иркутска едете, да? Да, так что это спасибо, что подошел. Как говорят мои друзья в Якутии, махтал. Ага, хорошо. Даже они еще говорят махтал до гор. Ага, махтал, да, спасибо, Всё, да. давай, Давай, удачи. Ночное время. Фары, получается, хорошо светят. Лет. Все четко видно. Комфортно ехать. Датчики шин, получается, постоянно проверяю. Температура шины и сколько накачано показывает в барах. До Читы 200 с чем-то километров осталось. Забайкальский край. Иркутск проехал, Улан-Удэ проехал, Красноярский край, Новосибирск. Едем дальше. Столько дней или лет ты сейчас далеко, дождь стучит мне в окно. Эта осень смывает твой след. Мальчик мой, Забайкальский край. 7 часов утра. Температура воздуха 7 градусов. Ладно. И густой туман. Видимость 40-50 метров. До Читы 150 километров осталось.
Так, вот и граница получается. Амурская область. Дальневосточный федеральный округ. Полет хороший. Так, развязка дороги. Чита-Хабаровск. В сторону Тынды. Поворачиваем. Невер. Якутск. Федеральная трасса. В сторону Якутска повернули. И поедем дальше. Так. Управдор Лена из Питерская. Номера тут получается экстренной службы полностью записано. Кто обслуживает. На заметку можно номера записать. Так, мы с Невера Соловьевск, Тында, Енгра, Нерингри, Большой-Хадами, Алдан, Томмот, Верхняя, Улу, Качикацы и финиш, город Якутск. В общем, получается, езда на танке получается. Посадка удобная, спина не устает, массаж работает в двух режимах. Расход топлива, если соткой ехать, то 12 литров. Так, 150 если поехать, расход 18-16 литров. Ночью получается подсветка дверных карт, кожаный салон, люк, леворульная получается, колеса размер 17. По дороге получается несколько человек сфотографировались, осмотрели машину. Живую еще не видели машину. Ну все. До дома немножко осталось. Едем дальше. 7 утра. Новая машина приехала в Якутию. Погода на горах плюс 5. Осень ощущается. Прохладно уже. Но солнце светит. Без ветра. Народная стелла получается. Республика Саха-Якутия. В Якутии 34 района. Территория. Население. Вот спонсоры. Молодцы. Хорошую стеллу поставили. Организации
на своей земле. Домой переехали. До города 900 километров. 9 утра. Нерюнгри. Первый город Якутии, получается, после границы. С утра, получается, душ принял. Погода отменная. Солнце светит, ветра нету. Поездка, получается, идет хорошо. Освежились. И 800 километров до дома осталось. С утра сейчас кофе попьем. И приблизительно через 8-9 часов в Якутск должен доехать. В 9 утра, погода плюс 10. Кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует? Тут без вариантов. Давай с тобой нажимаем погоду. Давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу. Якутяночка моя, я потанцую с тобою. По гравийке едет собрано. Основной, получается, задний привод. Перед подключается. Он зад не кидает, ничего. Едет уверенно. Походовой, получается, не жесткая, не мягкая. Виц с перегона едет, смотрю, столько. Как-то так. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует? Тут без вариантов. Перевал Пить. Затяжной перевал. Ну, гололед, получается, тут много грузовиков не могут подняться. В гору поднимаемся, потом получается поворот. Угол поворота 45 градусов наверху. Перевал, получается, граница Нерюнгринского района и Алданского района. Вот, получается, грузовик выехал. Вот поворот, получается. Осенью, зимой грузовикам сложность. Метели, тут заметает постоянно, поэтому вот от снега защиту соорудили. По трассе, получается, 140-150 легко набирает. Но основная скорость 125-130 по прямой, по асфальту. С горки, получается, 150 разогнался. Управление уверенное.
Город Алдан. Однокурсника встретил, с перегона едет. Наш друг, однокурсник, Праду купил. Я танк. Давай сфотографируемся. Ага. Новосибирск, Кемерово, Якутск. Почти домой доехал. Вместе учились 5 лет. Старший сын и младший. До города немножко осталось. Сегодня доедем. Якутия, Нижний Местах. Он оттуда, получается, очередь начинается на переправу. И накопитель полностью полный. Все в город едут. Благополучно приехал. Сейчас переправляюсь. И напротив город Якутск. Почти домой переехал. Без потерь, без сколов. Якутск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Байкальск, Бурятия, Чита. И получается от Забайкальский край проехал, Амурская область и Якутия получается. Потихоньку продвигаемся. Тут накопитель, потом машину пускают и с этой стороны причал. С той стороны паром приезжает и там через шлагбаум выпускают. Чтобы все в очереди стояли. Тут накопитель работает, 4 накопителя. На каждом по 50 машин получается. Сейчас вот сентябрь месяц, 30 августа, поэтому все в город ездят. Включение получается, накопитель в Нижних Местах, переправа получается. Пока в очереди. Посчитал, сколько топлива заправил, сколько денег ушло. Так, по деньгам получается 44 572 тысячи рублей получилось. И без тяга получается на 2000 заправился, на 149 километров бензин еще остался. Как-то так, по расходу так получилось. Километраж 4817 километров получилось. Время пути 84 часа 57 минут. Это получается с Кемерово 84 часа получилось. По салону получается переднее сиденье с электроприводом, подогревом, водительское сиденье с массажем, 2 режима. Колеса на 17, дополнительно получается шумоизоляцию колесных арок поставил. Защиту бака, раздатки и коробки поставил дополнительно. И брызговик получается. Сейчас получается в Нижних Местах нахожусь, на паромной переправе. А времени получается
2 часа ждали парома. Машин много. Накопитель по 50 машин. 4 накопителя полные. И на горе стоят еще. Ну, немножко осталось до города. Надеюсь, заедем. С Мостаха поплыли на тот берег Якутск. Машин много осталось. Накопителя. С горы, получается, все стоят.